Добрый день, дорогие зрители! Ребята, а вы знали, что наш кукольный театр города Алматы первый кукольный театр в истории республики? В репертуаре театра с каждым годом растет число поучительных произведений, просветляющих нравственно-духовные ценности посредством удивительных путешествий в сказочный мир кукол. Темой нашей сегодняшней лекции станет спектакль, поставленный на основе русской народной сказки «Теремок». Сказка «Теремок» стала одной из самых интерпретируемых в плане версий произведения. Поэтому самые разные версии дети по всему миру могли увидеть как по телевизору, так и по интернету. На поляне у дорожки оттопырил свою ножку, лихо сдвинул шляпу в бок, вырос маленький грибок. Однако на сцене театра кукол эта сказка приобретает особый шарм и очарование. Данную сказку на сцене Государственного театра кукол в 2020 году поставил молодой режиссер Антон Зайцев. Художником данной постановки является Сергей Мельцев, а человеком, который связал все эти прекрасные куклы и реквизиты, стала Тамара Зайцева. В ходе яркого и увлекательного спектакля дети знакомятся с животными, мирно живущие в лесу. Чудесный лесной мир купается в каплях дождя, наполняется грибами. Внимание детей сразу же переключается на большой гриб. Дождь покапал и капал, гриб еще крупнее стал. Солнце вышло, греет бок, и еще подрос грибок. Гриб был такой большой, что в нем могло вместиться не одно, а несколько лесных обитателей. И все, кто проходил мимо него, не могли не оглянуться. Тот же грациозный гриб постепенно начинает превращаться лесными обитателями в большой и уютный теремок. Самый первый обитатель теремка – мышка Нарушка. Мышка не только восхищается найденным в неожиданности теремком, но и превращает его в свой дом. Благодаря своему трудолюбию и любви к здоровому образу жизни, мышка вместе с детьми будет весело тренироваться, покажет свой яркий и общительный характер. Вышедшая собирать грибы после дождя лягушка-шутница на все лапы мастерица тоже не сможет обойти стороной дивный теремок. Лягушка знакомится с первым жителем домика и показывает свое мастерство по уходу за домашним очагом, которое восхитит всех зрителей. Эй, хозяин, озарись! Кто в дереве живет? Может, мне повезет? Я мышка, Нарушка, солнышко, подружка. Мама, я лягушка-шутница, на все лапы мастерица, двор веду, корзины плету, печку топлю, кашу варю, огород пашу, перинку подбиваю. Всем по дому помогаю. Таким образом, умелая лягушка дружит с трудолюбивой мышкой и вместе с ней живет в красивом теремке. Следующий герой спектакля «Теремок» – образованный и умный заяц. Он читает много книг и очень любит считать. Поэтому случайно находит теремок в середине леса, насчитывая все вокруг себя. Заяц, пораженный величием жилища и гостеприимством обитателей внутри, обращается с просьбой жить вместе с ними. Обучает жителей теремка счету, письму и чтению. Добрый ночи пожелает, зайка всех-то заскидает. Уа-уа! Я лягушка-шутница, на все лапы мастерица. Я мышка, Нарушка, солнышко, подружка. А ты кто? Я
всезнайка. Я грибочки разбросаю, а потом лесос читаю. Их должно быть 25. Ну, помогите. Следующим на сцене появляется петух «Боевой дух». Он также входит в число тех, кто проявил мужество, героизм и стал жителем теремка. Кто живет в теремке? Я мышка, нарушка, солнышко, подружка. Вау-вау! Я лягушка-шутница, на все лапы мастерица. Да, зайка, всезнайка. А не кто? Я петух, краса врагов. Лучше я из петухов. Можно с вами жить, друзья. Один из самых стойких, общительных и требовательных персонажей этого спектакля стал суровый морской волк. Эй, а отворяйте теремок. У волков порядок строг. Я по суше заскучал. Нужен мне кого кричал. Ау! Я мышка, нарушка, солнышко, подружка. Гуа-гуа! Я лягушка-шутница, на все лапы мастерица. Я петух, боевой дух. Я зайка, всезнайка. А ты кто? А я снова морской волк. Живя весело, любя песни и танцы, лиса с открытым характером тоже входит в число обитателей дома. Танцуем вместе. 3, 4. Раз, два, 3, 4, 5. Вместе. Благодаря медведю, одному из главных героев спектакля «Теремок», мы учимся доброте, дружбе, состраданию и трудолюбию. Кто там в поле за хлебом? Кто живет в владении? Может, я посплю внутри? А? Да, так и сделаю. Может, я посплю внутри? Сейчас. Так, попробуем. Ты большой для теремка. Чего? Толстый, пока. Уважаемые зрители, несмотря на то, что все мы разные по виду, росту, интересам и характеру, есть только одна общая черта, которая нас объединяет – человечность и гуманизм. Поэтому благородные качества каждого персонажа в спектакле «Теремок» должны стать для нас большим примером. При этом каждый персонаж, словно цвет радуги, способствует более полному восприятию нашего окружения. Главная особенность спектакля «Теремок», представленного Государственным театром кукол, заключается в тесном и непрерывном общении с детской аудиторией, в различных играх, усиливающих связь артистов и малышей с сюжетной линией. Атмосфера спектакля дарит зрителям свободу и хорошее настроение. Вот! Так что, ребята, приходите к нам в театр и посмотрите наш спектакль. Мы будем очень рады видеть вас. До свидания, ребята! Пока!